кыргызстанских девушек на рекламных баннерах хочет видеть депутат. Сегодня, 2 апреля, на заседании Комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша при обсуждении поправок в закон о рекламе депутат от фракции Бирбол Акылбек Джапаров выступил с очередной громкой инициативой. Он рассказал коллегам, что в Беларуси приняты поправки в закон о рекламе, по которым на рекламных баннерах изображаются только белорусские. Необходимо и Кыргызстану перенять их опыт, чтобы на рекламных баннерах были наши девушки. Он уже даже предложил Минэкономике начать работу в этом направлении. Необходимо, чтобы и у нас в стране рекламировались кыргызстанцы и кыргызская природа, резюмировал свою идею Джапаров. Если мы хотим привлечь туристов, хотим принять гостей, то мы должны скрывать все плохое и показывать только хорошее, предложил он. Сооронбай Жээнбеков встретился с участниками апрельской революции. Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 апреля, встретился с представителями общественных организаций, участвовавших в апрельской революции 2010 года, с пострадавшими и родственниками погибших. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента. Глава государства отметил, что народная апрельская революция 2010 года – историческое событие, которое показало стремление народа к свободе и несгибаемую волю в борьбе с семейно-клановым правлением, готовность пожертвовать жизнью ради будущего страны. В целях увековечивания имен погибших в этих трагических событиях и сохранения вечной памяти готовится соответствующий указ о проведении на национальном уровне десятилетнего юбилея Народной апрельской революции в 2010 году. Будет создана организационная комиссия и начнутся подготовительные работы, подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. Участники встречи поддержали концепцию указа о проведении десятилетнего юбилея апрельской революции на национальном уровне, высказали свои предложения и замечания, отметив, что окажут всяческую помощь в его реализации. Также они подчеркнули, что подобные события больше не должны повторяться в Кыргызстане. В стране нужен мир, стабильность и согласие. Границы с Китаем закроют на несколько дней. Госрубежи временно закроют по инициативе китайской стороны. Кыргызско-китайская граница будет закрыта на 3 дня, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызской республики. Пункты пропуска Торугард, Автодорожный и Иркештам. Автодорожные будут закрыты с 5 по 7 апреля, включительно в связи с днем поминовения усопших в Китае. Пропуск граждан, машин и грузов возобновится 8 апреля. Дордой умирает на глазах, говорит депутат. Дордой умирает на глазах, а в свое время этот рынок вносил большой вклад в экономику. Об этом сегодня, 2 апреля 2019 года, сообщил депутат Экмат Байбакпаев в ходе заседания Комитета по экономической и фискальной политике. По словам депутата, по телевидению постоянно можно увидеть рекламу о поездках на Хоргоз за 1500 и 2000 сомов, тем самым привлекая клиентов туда. На этот момент на комитете рассматривался проект постановления Жогорку Кенеша Кыргызской республики о поручении правительству Кыргызской республики по вопросу создания международного центра приграничной торговли Иркештам на границе с Китайской Народной республикой. Депутат предложил рассмотреть возможность создания центра приграничной торговли Иркештам.